Следующий вопрос. إذا حصل البذل أو التسليم بعقد فاسد ثم تركها ولم يستوفي المنافع. Говорит, теперь следующая ситуация. Если произошло предложение объекта, то есть, допустим, квартира или автомобиль или животное и тому подобное. Арендодатель предлагает эту квартиру кому? Арендатору. И они заключили относительно нее договор. Но проблема в чем? То, что этот договор является фасид, является недействительным. То есть по каким-либо причинам. И в итоге арендатор не воспользовался этой квартирой. То какого постановления? Обязан ли он выплачивать что-либо в качестве арендной платы хозяину этой квартиры или не обязан? То есть заранее скажем, что в словах Ибн Кудамы придет описание 3 ситуаций. Всех их объединяет то, что во всех них акд будет каким? Фасид. То есть договор будет недействительным. Но ситуация будет немного разниться. Кали Ибн Кудама филь-Мугни, говорит Ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни, «Ваикана гада фи иджаратин фасида», если произошел договор иджары, то есть договор аренды, но он является недействительным, то есть по каким-либо причинам. Говорит Фафима, «Ида арадага аля мустаджир фалами ахузха ла аджра алей», то может быть несколько ситуаций. Первая ситуация, если арендодатель, то есть хозяин квартиры, арадага аля мустаджир, предложил эту квартиру кому? Мустаджиру, то есть арендатору. Фалами ахузха, но он ее не взял. Ла аджра алей. Тогда он не обязан выплачивать никакую арендную плату за эту квартиру. Так, лянна лам татлав тахта ядихи валя фи милкихи. Потому что полезные свойства этой квартиры не оказались использованными им. То есть он их не использовал. То есть смотри, какая первая ситуация? Человек, арендодатель, предложил квартиру арендатору. Так, арендатор согласился на эту квартиру. В том смысле, что они подписали договор. Но этот договор оказался каким недействительным. Как мы сказали, опять-таки, по каким-либо причинам. Либо не обозначили плату, либо не обозначили срок, или что-либо подобное. Потом хозяин предложил эту квартиру арендатору, в том смысле, что открыл ему: заходи, живи. Но тот не воспользовался этой квартирой. То есть не взял ни ключ, не заехал в эту квартиру и ничего из этого подобного. То есть вообще никакого отношения к этой квартире в итоге не имел. В этом случае, в первой ситуации, ля аджра алей, он не обязан платить никакую плату. То есть арендатор не должен платить никакую плату арендодателю. Почему? Потому что вообще ничего не сделал. Так, не взял ни ключ, ни сам не заехал и так далее. То есть хозяин дома по-прежнему может заходить в этот дом спокойно и выходить из него. То есть как бы пользоваться этим домом. Это пока понятно или нет? Это первая ситуация. Второе, уаин кабабага, уамабатиль мудда. Если же он кабабага, то есть как бы забрал эту квартиру, в том смысле, что он не заехал в нее, но забрал от нее ключ. Кабаба. Забрал от нее ключ, так что воспрепятствовал хозяину заходить в эту квартиру. То есть все, хозяин уже не может в нее заходить или пускать кого-то другого и тому подобное. Уамабатиль мудда. И прошло определенное время. Прошло определенное время с тех пор, как он забрал ключ. А у муддатун юмкину истифа аль-манфаатиха. Ауля юмкин. Более того, возможно, что прошло уже такое время, в которое он мог воспользоваться этой квартирой. То есть прошла неделя, 2 недели, 3 недели, может быть даже весь месяц прошел и тому подобное. Фаан Ахмад риваята. То как поступать в этом случае? От имама Ахмада в этом случае уже говорит, есть два риваята. Так как или чем отличается вот эта вторая ситуация от первой ситуации? В первой ситуации вот этот вот арендатор вообще никакого отношения к квартире не имел. То есть они заключили договор, но он не пришел затем, не взял ни ключа, ни квартиры, ничего. То есть отказался от этой квартиры сразу же. То есть как заключили договор, потом, когда хозяин предложил квартиру заходить, тот отказался. Все, нет, я не буду снимать эту квартиру. Почему? Договор у нас недействительный. И ушел. Так, здесь, говорит, он ничего не обязан платить никакой платы. То есть почему? Смотри, если бы договор был действительным, и они заключили бы договор на месяц с условием то, что арендатор должен заплатить 30 тысяч. Все, договор заключен. Человек не пришел бы, не забрал бы ключ, не заехал бы в эту квартиру и отказался, то он обязан был бы все равно 30 тысяч заплатить. Обязан был бы все равно 30 тысяч заплатить, потому что договор они заключили. Как мы говорили, деньги арендатор должен выплатить по факту договора. Без разницы, зашел он, не зашел, забрал ключ, не забрал, прожил, не прожил, это уже его дело. Но 30 тысяч он был бы обязан заплатить. Но здесь он уже не обязан ничего платить. Почему? Потому что он после заключения договора сразу от него отказался. А первый договор был недействительным. Поэтому по факту недействительного договора он ничего не обязан выплачивать. Это была первая ситуация. Теперь вот вторая ситуация, которую мы только что прочитали. Это что за ситуация? Когда договор вот этот опять-таки недействительный заключен, и арендатор забрал ключ. Забрал ключ и ушел. То есть помешал кому? Арендодателю воспользоваться этой квартирой и сдать ее кому-нибудь другому. Заключить с кем-то другим другой договор. Понятно или нет? Вот в этом случае уже нет такого однозначного, что он ничего не должен платить. Но в этом вопросе у имама Ахмада есть два риваята, говорит. Ихдахума, первый риваят, алейхи аджруль мисль лимуддати бакаиха фиядихи. То, что
Кто у нас? Арендатор. Должен заплатить уджратуль мисл. То есть ту плату, сколько этот ключ находился у него. То есть, по-другому говоря, за то время, которое он не позволял хозяину квартиру воспользоваться этой квартирой и сдать эту квартиру какому-то другому человеку. Допустим, он забрал ключ и держал у себя 10 дней. Затем пришел через 10 дней и отдал обратно ключ. Без разницы, отказался он до этого от договора или не отказался и тому подобное. То есть, факт то, что он не давал хозяину заехать в квартиру. Или точнее, использовать квартиру и отдать ее кому-то другому. В этом случае имам Ахмад говорит, он должен за 10 дней заплатить сколько? Заплатить уджратуль мисл, среднерыночную плату за подобную квартиру в городе. Смотри, он уже не платит по договору. По договору, допустим, было обговорено сколько? 30 тысяч. Он прожил 10 дней, то есть третью часть месяца. Но он уже не должен здесь платить 10 тысяч, то есть третью часть от 30 тысяч. Почему 10 тысяч не должен платить? А потому что акдун фасид, договор недействительный. То есть этот договор роли не играет. Понятно, он не должен заплатить по нему. Но он должен заплатить среднерыночную цену. Почему он должен заплатить среднерыночную цену за 10 дней? Договор же недействительный. А потому что он не давал хозяину возможности заключить какой-то другой действительный договор с каким-то другим человеком. Забрал ключ, сам не заезжал, другим не давал, что называется. Понятно? Воспрепятствовал человеку. Говорит, «Гова каули Шафии». И это мнение кого? Имама Шафии. «Лян манафиа аталифа тахта яди би'ива лям юсаллам ля». Потому что манафиа, полезные свойства квартиры, были что сделаны? Талифа, то есть уничтожены. Он как бы использовал их 10 дней. При этом без разницы, заехал он сам или не заехал, но суть в том, что арендодатель он не дал их использовать. Поэтому получается, что полезные свойства квартиры были использованы кем? Арендатором. Он их занимал. Он их, что называется, не давал возможности другим пользоваться. Он их, что называется, забронировал. Понятно? Говорит, за ивад, который он еще лям юсаллам ля, который он не заплатил. То есть он же отказался от этого договора сразу. Отказался и что сделал? Ничего не выплатил. Так, но ключ забрал и ушел. Говорит, фараджа айда қиматиха камаля истауфаха. Поэтому в этом случае он возвращается к қима. Не к саман. Саман это что? Мусамма, что называется, обговоренная сумма, 30 тысяч. Но здесь он не возвращается, а возвращается к қима. Қима это средняя рыночная цена. Камалю истауфаха. Как будто бы он использовал эту квартиру. То есть то, что он туда не заезжал, это никого не интересует. Факт то, что он никому не давал туда заезжать. Вассали, и второй риваят от имама Ахмада в этом вопросе. Ля шей ада. Даже в этом случае он не обязан ничего платить арендодателю. Арендатор. Почему не должен платить? А потому что он, все это произошло вследствие договора недействительного. Договор недействительный, ничего не должен платить. Уакауля Аби Ханифа. Это мнение Абу Ханифы. Лянну абдун фасид аля манафи лям ястауфиха. Потому что это все произошло вследствие договора недействительного, и никаких полезных свойств он у квартиры не использовал в действительности. То есть он просто забрал ключ, но не заезжал в эту квартиру. Фалям яльзаму айвадуха. Поэтому не обязан ничего платить. Канниках аль-фасид. Как если бы человек договорился на акт бракосочетания, на договор бракосочетания, на никах, договорился на определенном акте, но потом оказалось, что этот никах недействительный. То есть отказался от него сразу из-за того, что он недействительный. Но тоже ничего не обязан платить. Так говорит Абу Ханифа. Это, брат, вторая ситуация. И правильное мнение в этом вопросе какое? Первое. То, что он должен заплатить среднерыночную плату за эти 10 дней, в которые он держал этот ключ в своих руках. Почему? Не из-за акта, не из-за договора. А как будто бы он здесь гасып. Как будто бы он насильно отобравший квартиру. Как если бы ты без всякого договора пришел и у кого-то от его квартиры забрал ключ, или установил там какую-то охрану и тому подобное, не давал никому зайти в эту квартиру. Ты должен был бы, как гасып, заплатить сколько за эти 10 дней плату хозяину квартиры. Вторая ситуация ясна или нет? Вторая ситуация ясна. Сейчас прочитаем третью ситуацию, разъясним ее, иншаллах, потом в конце подведем краткий итог относительно всех трех ситуаций. Вот теперь с этих слов начинается третья ситуация. А теперь ситуация, когда опять заключили недействительный договор, человек забрал ключ и не просто забрал ключ, а зашел в квартиру и жил в этой квартире. Целый месяц в ней прожил. Фали аджруль миср. В этом случае он обязан заплатить аджруль миср, то есть среднерыночную плату за эту квартиру. Не 30 тысяч, а сколько эта квартира в среднем стоит где по городу. Понятно или нет? Может быть 40, может быть 20, может быть 25, может быть тоже 30 и тому подобное. Но суть в том, что он уже не выплачивает по договору, сколько они договорились, а выплачивает среднерыночную стоимость. Говорит Вабии Каля Малика Шафи. И кроме имама Ахмада это мнение высказал имам Малик, а также Шафи. Вакаля Абу Ханифа. А Абу Ханифа что сказал? Яджибу акадлю ламрейн миналь мусамма ауай аджриль миср. Абу Ханифа говорит, да, он должен выплатить. Почему должен выплатить? Потому что прожил в этой квартире месяц. Так, ну сколько он должен выплатить? Он говорит, должен выплатить самое минимальное из двух. Если минимальная цена по договору 30 тысяч, то он должен выплатить ее. Если средняя рыночная цена меньше, то он должен выплатить ее.
Смотрит, говорит, какая цена меньше. Например, эта квартира, они договорились на 30 тысяч, но среднерыночная ее стоимость 40 тысяч. Тогда, по мнению Абу Ханифа, он должен заплатить по договору 30 тысяч, а не 40. Если наоборот, договорились на 30 тысяч, но минимальная, точнее рыночная цена средняя 20 тысяч, тогда, говорит, он должен заплатить среднерыночную цену, а не по договору. То есть сколько уже получается? 20 тысяч. Бинан минху аля анна аль-манафи ла тудман илля биль-акд. Это строится, то есть мнение Абу Ханифа на том, что анна аль-манафи ла тудман илля биль-акд, человек не должен заплатить, не должен вообще платить за полезные свойства предмета, кроме как по договору. А здесь, говорит, договор какой? Недействительный. Но раз уж он использовал эти предметы, то ему нужно заплатить самую минимальную цену. Говорит, «Валяна анна малумина биль мусамма фил акд ас-сахих ваджиба ламану биджими аль-кима фил фасид каля-аян». Говорит Ибн Кудама, а за нас то, что если бы договор был бы действительный, то он бы заплатил сколько? Он бы заплатил по договору 30 тысяч за то, что прожил в этой квартире месяц. Поэтому, говорит, он обязан по недействительному договору, не может уже вернуться куда? К той сумме, которая определена по договору 30 тысяч, но должен вернуться к среднерыночной цене. Как к той цене, которую он должен заплатить за месяц за проживание в среднем в этой квартире. Говорит, «Вама закараху ля нусаллимуху валлаху алям». А то, что, говорит, упомянул Абу Ханифа, мы с ним в этом не согласны, валлаху алям. И одному Аллаху лучше известно. Так, на этом закончили слова Абу Ханифа. Так, теперь подведем краткий итог. У нас получилось три ситуации. Арендодатель, первая ситуация. Арендодатель и арендатор заключили недействительный договор. Арендатор сразу от него отказался. Не взял ни ключа, не заезжал, не пользовался этой квартирой. В этом случае он не обязан ничего платить. Ни среднерыночную цену, ни цену по договору, ничего подобного. Почему? Потому что договор недействительный. Так, это первая ситуация. Вторая ситуация, когда человек, опять, арендатель и арендодатель, арендодатель и арендатор заключили договор, но он опять какой? Недействительный. Человек забрал ключ и не пользовался этой квартирой, но и другим пользоваться не давал. В этом случае он должен заплатить среднерыночную цену за то количество дней, которое он не давал пользоваться этой квартирой хозяину этой квартиры, как гасы. Все. И третья ситуация, опять заключили недействительный договор аренды. То есть человек забрал ключ и заехал в эту квартиру и прожил в ней месяц. То есть тот срок, на который они договорились. Или даже пусть не месяц, а допустим 10 дней, 20 дней и тому подобное. То за все эти дни сколько он должен заплатить? Он должен заплатить среднерыночную цену. При этом он не возвращается к цене, которая была обговорена в договоре, но возвращается к среднерыночной цене. Так, теперь вопрос. А если мы представим четвертую ситуацию, что заключен был договор действительный. Договор действительный, и пробежимся по всем этим трем ситуациям. Заключили договор действительный, потом арендатор отказался от договора. Все равно он должен заплатить ту сумму, по которой они договорились, 30 тысяч, или не должен? Должен, даже если он сразу после договора отказался от него, не пойдет. Потому что по факту самого действительного договора он уже должен заплатить плату, на которую они договорились. Не говоря уже о том, если он забрал ключ, не говоря уже о том, если он еще и заехал и жил. Тем более он должен заплатить эти деньги. Опять вопрос, иншаллах, понятен. Далее.